Ситуация с коронавирусом, нерабочие дни. Владимир Путин проведет совещание. Ледоход в Якутии, активные фазы на реках республики. От ученика-слесаря до главного инженера 30 лет в алмазодобывающей отрасли. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. По последним данным, в России подтверждены 209 тысяч случаев заражения коронавирусом, 34 тысячи заразившихся выздоровели, 1900 умерли. За сутки количество больных увеличилось на 11 тысяч. Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которые пройдет в 3 этапа. Глава государства тогда отметил, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионах где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное обоснованное смягчение. Но делать это надо только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Продолжается вывоз здоровых вахтовых рабочих с ЧНД. Из Якутии вылетели еще 4 спецрейса, организованных компанией «Стройтрансгаз». 140 человек вылетели в Уфу, 100 в Оренбург, 100 в Барнаул, 159 в Омск. Это жители этих областей, у которых закончилась вахта и отрицательные анализы на COVID-19. 10 мая выполнено 4 рейса, вывезено 499 человек. Айсан Николаев подписал указ, согласно которому с 12 мая на отдельных территориях будут ослаблены или отменены ограничительные меры. Так, со вторника будет отменен карантин в Алдане и поселке Ленинский. Но режимы повышенной готовности и самоизоляции остаются в силе. Далее снимаются все ограничения в арктических и труднодоступных районах, за исключением запрета на массовые мероприятия с количеством более 50 человек. В сельских муниципальных образованиях Якутии откроются все предприятия торговли и парикмахерские. Однако на территории всей республики, кроме труднодоступных районов, строго обязательно ношение масок и перчаток для персонала, проведение дезинфекции и социальное дистанцирование. Вот в таком порядке, друзья, начнем аккуратно двигаться к полному снятию ограничений. Но всем нам надо очень хорошо понимать, что при любом осложнении эпидемиологической ситуации все запреты могут вернуться. Очень хотелось бы, и я надеюсь, что ужесточать ограничения не придется. Для этого всем нам надо еще строже отнестись к своей личной безопасности, соблюдать масочный режим, самоизоляцию тем, кому это предписано. Скажу еще по учебе детей. Учебный год в школах республики завершится не позднее 30 мая. Друзья, небывалая до сих пор экстремальная ситуация проявила лучшие качества жителей республики. Мы видим, как люди достойно переносят трудности, помогают друг другу. Это вселяет уверенность, что в скором времени мы полностью победим опасную болезнь. Снова начнем полнокровно жить и трудиться. Я искренне благодарю вас за понимание и поддержку. От всей души желаю вам здоровья, дорогие мои якутяне. Указ главы прокомментировал исполняющий обязанности первого зампреда правительства региона Кирилл Бычков. Дистанционное обучение во всех образовательных организациях с бесплатным доступом к образовательной платформе продлено до конца этого учебного года. Напомню, что ранее в своем послании якутянам Айсан Николаев сказал, что учебный год для детей завершится не позднее 30 мая. Также Бычков обратил внимание на то, что до 31 мая продлен запрет на пассажирские перевозки, такси и автобусы в межмуниципальном сообщении. Это касается и перевозки пассажиров судами на воздушной подушке на реке Лени. Это маршруты Якутск-Нижний Бестях и Кангаласы-Сотинцы. А на реке Алдан маршрут Мегина-Алдан-Кэскил.
Ледоход на Лени продвинулся на 20 километров за сутки. Активная фаза ледохода на реке проходит по территории Хангаласского района. Нижняя кромка ледохода в 20 километрах ниже села Синск. Уровень воды 186 сантиметров, а верхняя кромка у села Исит. Уровень воды 1749 сантиметров. Наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода 110 километров. Говорится в сообщении. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Алданского и Усть-Майского районов. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов. На реке Амга активная фаза ледохода проходит по территории Татинского района. 10 мая река вскрылась в нижнем течении у села Харбалах, что на 6 суток раньше нормы. Нижняя кромка ледохода находится в районе села Чимнаи. Уровень воды составляет 1169 сантиметров. Наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка у села Дая-Амгата. Протяженность ледохода составляет 112 километров. За сутки ледоход продвинулся на 98 километров. На 10 часов утра критический уровень воды превышен на 44 сантиметра. Лед стоит. У села Чимнаи в 4 часа утра образовался затор. Критическая отметка превышена на 106 сантиметров. Телеканал «Якутия-24» запустил специальный сайт alarmyak24.ru, на котором можно наблюдать за гидрологической ситуацией на реках республики. Портал позволяет своевременно отслеживать сроки и этапы прохождения ледохода на реках региона. Также на нем можно узнать о населенных пунктах, которые попадают в зону возможного подтопления. Кроме того, на сайте имеется информация о том, как подготовиться к половодью и о способах получения возмещения ущерба в случае ЧС. 1 мая служба интернет-вещания запустила проект alarmyak24.ru, посвященный весеннему половодью и лесным пожарам. В настоящее время на сайте размещена информация о гидрологической ситуации на реках Якутии. Помимо оперативной информации можно узнать, как подготовиться к паводку и на какую помощь может рассчитывать население. Также по карте можно отслеживать движение ледохода и текущую ситуацию на больших реках республики. От ученика-слесаря до главного инженера горнодобывающего комплекса Верхнемунское. 35 лет трудового стажа, из них почти 3 десятка лет Марат Байкенов посвятил алмазодобывающей отрасли. Герой следующего сюжета прошел все этапы карьерного роста. За профессионализм Марат Байкенов удостоен звания «Заслуженный горняк Якутии». Ирина Балкова с подробностями. Все должно быть исполнено с иголочки без единой ошибки. Ведь производственный процесс – это цепочка, звенья которой неразрывно связаны друг с другом. И здесь на любом переделе не должно быть промаха. Так Марат Байкенов, заслуженный горняк Якутии, учит молодых относиться к своим обязанностям. И они к каждому слову прислушиваются. Марат Рамазанович с большим опытом работы, с большим багажом знаний. Он очень строгий, но справедливый человек. Может подсказать в любой момент правильное решение проблемы. И мы можем в любой момент на него опереться и положиться, зная, что он с большим опытом. Молодого подающего надежды паренька после института в Мирнинском ГОКе заметили не сразу. Но уже в 2001-м Марата Байкенова назначают начальником карьера в Нюрбинском ГОКе. Еще спустя 17 лет он главный инженер нового месторождения Верхнемунское. Его отличают трудолюбие и желание познавать что-то новое, говорят коллеги. Подчиненных ценит прежде всего честность, быстроту исполнения поставленных задач. С его огромнейшим опытом во всех абсолютно областях горного дела обижаться не нужно. Нужно прислушиваться, нужно исполнять, если что-то непонятно, не боясь переспрашивать. Несмотря на любую реакцию Марата Рамазановича, он никогда не переходит на личности, это именно только по делу, только по работе. Наш герой внес огромный вклад в развитие алмазодобывающей отрасли. По сей день он продолжает обучать молодых и совершенствовать свои знания в горном деле. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».
Фотография с воином-якутянином времен Великой Отечественной войны стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк». Снимок появился на официальном сайте движения и украсил собой статью, призывающую принять участие в онлайн-шествии. Моей коллеге Виолетте Засимовой удалось узнать, что на фото запечатлен Илья Соколов, уроженец села Еланка, ныне Хангаласского района. В 1941 году Великая Отечественная война постучалась в каждый дом маленького села Еланка Орджоникидзевского района. В первый год на фронт ушли 50 человек. В 1942 призвали сразу 5 братьев Соколовых – Илью, Николая, Дмитрия, Егора и Ивана. Мой дед Соколов Илья Гаврилович вместе со своими братьями в июле 1942 года был призван из Еланки на фронт. После учебки они попали в один артиллерийский расчет. Дед прошел войну наводчиком, у него было феноменальное зрение. В том же составе, пройдя с боями всю Европу и освободив ее от фашистов, дед вернулся в родную Еланку в 1946 году. После войны работал в совхозе, вырастил 4 сыновей и 2 дочерей. Дед ушел из жизни в 1989 году. Вячеслав, внук Ильи Соколова, полковник в отставке, родился и вырос в Покровске, сейчас живет в городе Краснодар. Его жена Светлана – фотограф-любитель. В 2017 году она принимала участие в фотоконкурсе ко Дню Победы на одном популярном сайте. Тогда фоторабота, на которой она запечатлела ордена и снимок родного деда мужа, не заняла призового места. Но через 3 года фотография неожиданно появилась на сайте движения «Бессмертный полк», а затем в эфире Первого канала. О том, что фотография моего деда, вернее композиция с этой фотографией, стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк», я узнал случайно из выпуска новостей 27 апреля этого года в сюжете о проводимой в канун Дня Победы акции. Что я испытал? В первую очередь гордость за то, что фотография деда, уроженца небольшой деревни Еланка из далекой Якутии, стала символом движения об увековечении памяти героев. Гордость за то, что работа моей супруги, в которую она вложила душу, удостоилась чести представлять движение «Бессмертный полк». А значит, и нашей семье удалось внести небольшой вклад в, безусловно, важное и нужное дело. День Победы потомки воина-якутянина Ильи Соколова встретят, как и все, дома. Посмотрят праздничные передачи, исторические фильмы по телевизору, а вечером обязательно почтят минутой молчания память деда и всех павших в боях, не доживших до 75-й годовщины Великой Победы. Иногда, не только в канун Дня Победы, я достаю хранящиеся у меня боевые награды деда, его фронтовые фотографии, рассматриваю их и пытаюсь понять, как смогли эти 20-30-летние простые деревенские парни пережить эту войну? И не только пережить, но и выйти из нее победителями. Ведь только благодаря им мы сейчас живем и можем говорить на родном языке. Я задаю себе вопрос, а смог бы я, будучи на их месте? Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Краснодарский край. В Подмосковье в парке «Патриот» завершилось возведение главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Окончание строительства храма Воскресения Христова планировалось завершить к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что и было выполнено. Закладной камень в основании храма был освящен годом ранее при участии в церемонии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Высота звонницы храма составляет 75 метров. А протяженность галереи «Дорога памяти», посвященная героям войны, равна 1418 метрам в соответствии с количеством дней Великой Отечественной войны. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.